Привет-привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами постепенно, слово за словом, осваивать казахский язык. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы постепенно начать понимать и разговаривать на казахском языке. И сделать это, на мой взгляд, легче, когда у вас есть уже какой-то определенный лексикон, то есть у вас есть определенный набор слов, которые вы уже четко, твердо знаете, уверены, можете применить эти слова. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как айель. Айель, вот эта вот буква отличается от русского алфавита. Эта буква как А, но только она звучит тоньше. А это а вот эта буква звучит как но не я, а айель, айель. Это женщина на казахском языке. Если у вас сложности с произношением казахских слов, вы можете в любой момент загуглить и потренировать свое произношение. Я думаю, что у вас все прекрасно получится. Для того, чтобы очень хорошо запомнить его, вот здесь. Так, сейчас, секундочку. Здесь есть фото айель. Ну, в данном случае я тоже айель. Ну, если вам этого недостаточно, вот фото айель. Посмотреть надо на сам предмет, либо на его картинку, чтобы у вас оно лучше увязалось в вашей памяти. Теперь по обыкновению мы составляем предложения. Русские предложения и вставляем слово айель вместо слова женщина. Например, на Земле есть два пола. Есть айель и есть мужчина. Для того, чтобы понять, что это айель, женщине нужно выглядеть как-то по-иному. То есть как-то одеваться отлично от мужчины. Многие айель любят украшать себя, делать косметику, одевать украшения какие-то, одевать какую-то интересную, красивую одежду. И это нормально. Вот. Некоторые айель, которые особенно с детства живут среди пацанов, там, среди мужчин, да, и они немножко сами становятся более мужчины, чем айель. В салонах красоты в основном сидят айель. Есть такие производства, вот в основном швейное производство, одно из таких производств, в которых в основном работают айель, за малым исключением. А есть такие отрасли производства или какие-то профессии, где очень мало айель. Айель, самая основная функция, на мой взгляд, айель – это создать семью, рожать и воспитывать, и растить детей, поддерживать своего мужа и укреплять свою семью. На мой взгляд, это мой взгляд. Некоторым айель очень сложно примерить на себя вот эту функцию айель. Почему? Потому что им приходится выполнять очень много мужских функций. Например, там, зарабатывать деньги, да, как-то много функций, которые не женских, которые женщинам приходится выполнять. И за счет этого они, наверное, в полной мере не могут примерить на себя вот эту функцию женщины, да. Я думаю, что основная функция женщины – это нести какую-то эстетику, какой-то
красоту, какое-то чувство прекрасного вообще в жизнь, не только в семью, а в жизнь. Но это мой взгляд. Я вам его не навязываю. Так, ну что еще? Ну, основная функция физиологическая АЕЛь, и ее никто не может заменить, это рождение ребенка, правильно? Потому что у нее тело создано таким образом, что только она может родить ребенка, выносить его в течение 9 месяцев и родить, а потом еще выкормить. Ну и потом, наверное, и мужчина может заменить ее, да? Так, вот таким образом составляйте ваши собственные предложения со словом «аель». Предложение должно быть достаточно для того, чтобы вы раз и навсегда запомнили это слово. И впоследствии, когда вы будете уже разговаривать на казахском языке, вы могли это слово с легкостью использовать и не думать, и не задумываться, как же там слово женщина на казахском языке. Оно у вас уже будет встроено, то есть вы будете очень легко использовать его. Пишите комментарии, что у вас получилось. Применяйте этот способ, и вы можете применить его и в других отраслях, и в других языках, и вообще в любой профессии, в любой, что называется, в любом направлении знания, для того, чтобы полностью понять какой-то предмет. Вы можете использовать этот способ. Спасибо вам за то, что вы подписываетесь, ставите лайки, пишите комментарии. Спасибо вам, всем моим подписчикам, за то, что вы меня поддерживаете, за то, что вы меня все время своими хорошими, теплыми комментариями просто меня окрыляете. Вам большое спасибо. И пока!